Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман Томоев, рад приветствовать подписчиков канала Республика, ну и подписчиков моих личных социальных сетей. Что ж, дорогие друзья, в данный момент очень хорошая теплая погода стоит у нас в Подмосковье. Сегодня здесь проходит пленум, 9-й пленум Центрального комитета КПРФ, на котором будут рассмотрены очень важные вопросы не только внутрипартийной жизни, но и, в принципе, то, что происходит у нас на политическом поле в стране в целом. Обсудим, конечно же, безусловно, и те внешние политические события, которые проходят. Почему я говорю обсудим? Поскольку сейчас, в принципе, уже идет завершающая часть. Вот, и, соответственно, вот у нас такая повестка, где ключевой вопрос это о задачах КПРФ по сплочению антифашистских сил, борьбе с империализмом, реакцией и военной угрозой. Также, конечно же, мы рассмотрели вопросы и финансово-хозяйственной деятельности, отчет за 2023 год, планирование расходной части вот определенной на 2024 год и сводный финансовый отчет, это тоже очень важно. У нас пленумы партии проходят ежеквартально, то есть мы прилетаем, приезжаем и рассматриваем их, общаемся, делимся информацией. Соответственно, вот с Республики Тыва приехал, у нас в самом разгаре тоже сейчас идет политические такие вот процессы, момент, у нас выборы Верховных Урал, и пока я принимаю участие здесь, как член Центрального комитета партии, в заседании пленума, в том числе уже прошел и штаб у нас по выборной кампании, которая пройдет в республике, я там участвовал тоже, отчитывался, предлагал определенное видение той агитационной работы выборной, которую мы будем проводить. Соответственно, старшие товарищи, члены, значит, Всероссийского штаба меня выслушали, мы пообщались, то есть обменялись мнением, я выслушал наших товарищей, ну и, соответственно, в принципе, все прошло хорошо, я рад. И потом была, конечно же, кадровая комиссия, основная задача, конечно же, здесь это утверждение наших кандидатов, которые пойдут на выборы от КПРФ, Верховных Урал, ну и, думаю, муниципалитеты тоже. Ну, здесь мы рассматривали больше Верховных Урал, потому что главный законодательный орган нашего региона. Соответственно, и кадровую комиссию тоже успешно мы прошли, команду нашу мы презентовали. В принципе, сейчас идет только основное, это уже такая финишная прямая, это подготовка непосредственно к конференции нашей республиканской, которая нашу молодую, активную, энергичную команду выдвинет на выборы. Я могу вам даже больше сказать, некий такой анонс. Действительно пойдет очень бойко, очень интересные ребята, за которыми и жизненный опыт, и есть большая энергия, и желание что-то делать, менять к лучшему, предлагать, действовать, короче, двигаться. Поэтому с такой командой будет интересно и мне, как руководителю, принять участие в выборной кампании, ну и вообще в целом посмотреть, на что мы способны именно в этот политический сезон. Я знаю, что среди наших подписчиков есть определенные люди, которые не очень хорошо к нам относятся, есть и сторонники наши, есть и члены нашей партии, да, среди подписчиков. Поэтому, друзья мои, я просто вам эту информацию даю не для того, чтобы потом читать комментарии, какие мы кривые, косые, беззубые там и так далее, ни на что не способные и так далее, но это пусть мнение будет определенной части аудитории, которая у нас есть. Пусть я никого переубеждать не буду, я одно могу вам сказать, что все смотрим, все читаем, здесь, когда приезжаем, информацией обмениваемся, здесь сидят достаточно умные, сюда приезжают люди, грамотные, все видят, все понимают, чувствуют момент, но есть политические процессы, которые гораздо более глубинные, сложные и не совсем даже иногда может где-то в публичном поле объяснить, поскольку есть определенные моменты. Понимаете, как хотите, что я тут вам наговорил? Ну, реально, есть определенные моменты, поэтому мы не останавливаемся, мы идем дальше. Буквально 2 года пройдет новые выборы в Государственную Думу. Кто-то сейчас из вас напишет, что вы 5% не наберете, хотя я с этим, конечно же, не соглашусь. Но я уверен в том, что партия имеет определенный запрос на трансформацию в плюс, то есть в прогресс. В каком плане? Прогресс с точки зрения определенной работы на местах, прогресс с точки зрения кадров, прогресс с точки зрения, он уже и сейчас есть, но мы этот вопрос обязательно усилим. Вот, с ребятами, кто приехал, я вот живу с товарищами, получается, из Татарстана, из Республики Бурятия, братской республики для Республики Тыва, все-таки Буддийский край. Всем бурятам большой привет, Бурятской республике. Поэтому я считаю, что есть к чему стремиться, мы никогда рук не опускаем, друзья мои, и как бы уже, наверное, в завершении или в серединке, нам, безусловно, мы не только в пленуме принимаем участие, у нас там происходят всевозможные заседания, соответственно, также выдали такие вот документы подготовлены об итогах первого квартала 2024 года, соответственно, о прогнозе российской экономики, где рассматриваются вопросы для того, чтобы мы понимали, знали и как голосует фракция депутатов Государственной Думы, что мы предлагаем. Здесь рассматриваются вопросы кредитования, и, соответственно, по вводу жилья, какая квадратура.
Кстати, у меня интересный журнал, я сейчас о нем вам чуть позже расскажу. Об ипотеке, о рекордной прибыли банков, о внешней торговле, то есть, соответственно, о бюджетной политике. Рассказывается о безработице. Соответственно, нам это дается для ознакомления, чтобы мы понимали, чтобы мы были, так сказать, в теме, чтобы мы были в курсе. То есть половину я прочитал, еще обязательно ознакомлюсь. Также не забываем, что всегда, когда мы приезжаем, организационно-партийный отдел партии готовит для нас определенное количество литературы. Соответственно, наш журнал «Политическое просвещение». На досуге можно, конечно, его почитать, не только сторонникам и членам партии, а вообще всем тем, кто более-менее начинает пытаться погружаться в политику, что происходит в стране. То есть, когда есть время, сели спокойно, кофеек, чаек налили, открыли и почитали. Здесь статьи авторов и партийцев, и ученых, экономистов, и просто граждан нашей страны, кто неравнодушен к тому, что происходит. Ну, также мне сегодня такую книгу дали, вопреки всему, она возродилась под авторством Махова «Записки последнего истории КПСС руководителя Центральной контрольной комиссии». Вот такую нам книгу тоже дали. Интересно прям. Посмотрим. Она, в принципе, да, там есть серединки иллюстраций. Надо будет потом почитать. Вот. Ну и вот такие, знаете, иногда тоже нам выдают. Не удивляйтесь, это вот, знаете, вот пока вне политической части, вот такие прекрасные шоколадки. Сейчас обязательно приеду, и когда буду планерку проводить партийную, обязательно наших товарищей ими угощу. Также, конечно, это книга Геннадия Андреевича Зюганова, издательство «Молодая гвардия», серии «Жизнь замечательных людей» под авторством Житнухина. Вот такие книги нам тоже руководителям дали, обязательно потом ознакомлюсь. Вот. И самое, что интересное, конечно же, итоговая вот такая брошюрка о задачах КПРФ по сплочению антифашистских сил. То есть на основании, основа здесь это доклад Геннадия Андреевича Зюганова, обязательно потом приедем и растиражируем. То есть какие-то определенные цитаты, факты на нашем пленуме, который мы тоже будем проводить в конце мая, мы тоже ее разберем, я о ней расскажу. Но особое внимание, конечно, это вот такой журнал Юрия Афонина, депутата Государственной Думы. И все-таки социализм. Этот журнал большой труд на самом деле, дорогие друзья. Здесь цифры, факты, статистика по итогам той избирательной кампании президентской. Кто бы как к ней не относился, я понимаю, что сейчас начнется там в комментариях, что творится. Соответственно, по всем территориям, которые они проехали, они здесь дают социально-экономический такой расклад по ряду критериев. Из экономики, в частности. Здесь говорят, как было при социализме и как, допустим, при нынешней новой нашей российской действительности. О населении говорится, выплавка стали. То есть цифры, факты, сравнение идет. Производство кирпича, шерсти, молока, железобетонных изделий, квартир, вот жилья, пиломатериалы. Короче, вы понимаете, да? Запуски кораблей в космос. То есть все. И дается, конечно же, раскладка по федеральным округам, по территориям, цифры, факты. Интересно, это очень интересный журнал. Я, в принципе, все тоже на мероприятиях участвовал, соответственно, агитационных, все это показывалось нам с экранов во время встреч с избирателями. Но вот такой журнал, мы обязательно электронный вариант его еще возьмем, и я думаю, что мы обязательно его растиражируем, потому что цифры не обманешь. Вот здесь Юрий Афонин и все-таки социализм. Обоснование социалистического выбора с помощью данных социально-экономической статистики. Интересная информация. Ну что ж, друзья, в завершении также скажу, что благодарен лидеру партии за вот такой очень крутой подарок. СССР о себе. Судьба страны великая и трагичная. Очень тяжелая, практически 400 страниц. Советская Россия говорит и показывает. Такая вот иллюстрированная, столько статей, вот так просто интересно. И космос, и люди, и народное хозяйство. То есть очень интересная книга. Тоже подарена, благодарен Геннадию Андреевичу, Центральному комитету. Спасибо, она займет достойное место на моей полке. Как будет время, я ее буду читать. Вот, потому что сейчас приеду, у нас большая работа будет с точки зрения выборов. Ребята, в данный момент у нас в Республике Тыва, помимо подготовки к пленуму уже нашему, мы уже создали команду, остались маленькие такие штрихи. Мы готовим мероприятия ко Дню защиты детей. Мы готовим уже и конференцию, то есть мы стартуем уже в этот выборный сезон. Проведем также пресс-конференции нашего движения «Надежда России». Благодарен Нине Останиной, депутату Госдумы. Нам постоянно дают флаги, мы приезжаем, дают. У нас очень много женщин и девушек, и мы сейчас проведем большую конференцию и «Надежда России». У нас достаточно она такая большая организация. Вот, нам дали, там вот у меня еще есть пакеты, футболками нас загрузили там всем абсолютно, то есть, соответственно, приеду, как обычно это бывает, всегда приезжаю к своим товарищам не с пустыми руками. Вот, мы проведем пресс-конференции,
и до старта выборов официального, и после старта выборов. Я думаю, женщины нас обязательно поддержат. И хотел бы поблагодарить Надежду России за очень такой интересный такой вот журнал, который называется «Надежда». Цвет настроения красный, ярко иллюстрированный, очень интересный. Вот посмотрите, здесь и статьи разные, вот «Космонавт Савицкая». Вот, очень такой иллюстрированный. Тоже интересно почитать. У нас эти журналы, когда приходишь к нам в КПРФ, в офис, они у нас лежат прям в приемной, и люди, когда приходят, там чай, кофе, подождите, пожалуйста, почитайте журнал. То есть люди знакомятся. И это хорошо, что у такого движения, как «Надежда России», есть свое СМИ. Это прям здорово. Большое количество статей, материалов. То есть Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, то есть парламентские слушания, что такое здоровье. И там у наших регионах тоже есть информация. Вот. Ну и еще много-много различных книг, друзья мои, я об этом не буду говорить. Просто скажу, что каждый пленум — это сверка часов, каждый пленум партии — это возможность пообщаться с нашими коллегами, товарищами из других регионов, чем они живут, что у нас происходит. Поэтому для нас это очень важно. И сейчас вот буквально уже совсем скоро поеду домой, отправляюсь назад в мою любимую Сибирь, в красавицу Туву, приеду к товарищам и также буду делиться этой информацией и на нашем пленуме, да и вообще в целом. Есть о чем поговорить, есть что рассказать, есть что показать. Поэтому не болейте. В Москве завершился уже пленум Центрального комитета. Вот такая вот маленькая информация. Давайте свои комментарии, предложения внизу. Давайте без негатива. Если негатив, то конструктивный, если он может быть таким. Все читаем. Постараемся на все ответить. С вами был Роман Томоев. Не болейте. Большой привет вам из Москвы. Еще увидимся. Пока-пока.